Здравствуйте, с вами Заозерновская сельская библиотека. Сегодня наш час информации посвящен охране природы. Человек живет на Земле в постоянном окружении растений и животных. В небе птицы летают стаями, в воде рыбы ходят косяками, в земле муравьи обитают семьями. Люди тоже живут вместе, говорят на одном языке, делают одно общее дело и называются народом. То место, где родился человек, называется Родиной. Мы не мыслим своей жизни без ее лесов, степей, рек, озер. Мало изучать природу, природу надо охранять. Книга природы открывается для всех, но по-настоящему доступна лишь тому, кто способен понимать ее язык. Поэтому каждый по-своему любит природу и по-своему к ней относится. Один посадит дерево, выходит раненую птицу, не сломает цветущую ветку черемухи, не разрушит муравейника, птичьего гнезда, а другой вырвет все цветы с василькового поля, не пощадит пчел, стрекоз, бабочек, забросает склянками, банками и другими отбросами реку, лужок в своей жизни не вырастет ни одного цветка. Нет, не назовешь такого человека частью природы, ее детищем. Человек должен жить в гармонии с природой, а не покорять ее. Человек должен сотрудничать с природой и ее всемирно охранять. Как вы знаете, экология – это наука о том, как сберечь наш дом. Еще наши предки понимали, как важна природа для жизни человека. Охотничьи племена прерывали охоту на отдельных землях, чтобы животные могли восстановить свою численность и не исчезли с лица земли. Это были первые на земле заказники. Они возникали, чтобы сохранить природные ресурсы. В наши дни число особо охраняемых природных территорий постоянно увеличивается. Человек и природа всегда находились в тесной взаимосвязи, влияли друг на друга. Человек издревле заботился о сохранении той природы, в которой он жил. И мы в наше время приходим к пониманию того, что то место, где мы живем, требует нашего внимания и заботы. Без этого человек не сможет нормально существовать. Максим Дмитриевич Зверев, советский ученый и писатель-натуралист, автор книг о природе и о животных, говорил: технический прогресс на глазах меняет облик нашей Земли. Это закономерно, но потомки не простят нам, если мы не протянем руку природе. Ведь теперь не мы просим милости у нее, а природа просит эту милость у нас. Природа щедро делится с людьми своими дарами, и наша задача – сохранять и беречь их. Чтобы не навредить природе, надо знать и соблюдать простые правила. Не разоряйте муравейники, не спугивайте птиц с гнезда, не разоряйте гнезд, не ловите птенцов, не нарушайте маскировку гнезда. Подкармливайте птиц зимой, а весной делайте скворечники. Не рвите цветов, не ломайте ветки деревьев, не делайте на коре надрезы. В них могут поселиться споры грибов-трутовиков, разрушающих деревья. Расчищайте лес от сушняка, он убежище для различных вредителей. Не засоряйте мусором водоемы. Участвуйте в посадке и охране зеленых насаждений. Не навредите грибнице, собирая грибы. Помните, что грибы нужны не только вам, но и кустарникам, и деревьям, и животным. Не трогайте ядовитые грибы. Не шумите в лесу, не пугайте животных. Оберегайте шмелей, пчел, бабочек. Все они опылители цветов, а их гусеницы поедают сорняки. Подкармливайте солью лосей и других животных. Не разводите костров в лесу, не оставляйте мусор после себя. Берегите эти земли, эти воды, даже малую былиночку любя. Берегите всех зверей внутри природы, убивайте лишь зверей внутри себя. Евгений Евтушенко. Кратко и емко сказал великий знаток природы писатель Михаил Пришвин. Охранять природу значит охранять Родину. Всего доброго, берегите природу.